Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто хочет ворваться в вашу жизнь? Кто этот человек? Ну и зачем ему это все? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! А почему я двоих вижу? Я вижу двух людей, причем один из них как сокол, другой как ворон. Один букет в руках держит, а другой карман пустой открывает. Ничего себе! Какой контраст. И тут два человека. Один руки поднимает, другой руки опускает. Два человека хотят ворваться. Вы у меня все разные. У кого-то один, у кого-то другой, а у кого-то сразу двое. Да, и такие случаи бывали. Два человека, но по-разному к вам относятся. Один сокол, другой ворон. Понимаете, вот прям даже здесь контраст. У одного букет, у другого пустой карман. И еще один из них поднимает руки, символизирует будущее, а другой опускает руки, тянет в прошлое. Тянет в прошлое. У вас крест и стрелка. Знаете, вот идет такое впечатление, что в ближайшие 2-3 месяца судьба решится, да? Либо вы сами выберете свою судьбу и свое будущее. Все будет зависеть только лишь от вас. Тот, кто ворон, это человек из вашего прошлого. Тот, кто ворон, несет вам беду, несет вам страдания. Он не идет любить, он идет наполнить пустой карман. Ему силы нужны, ему нужна ваша энергия. И у меня почему-то такое ощущение, что этот человек уже от вас брал. И брал прям, чуть ли не до остатка брал. Подчастую мог вас оббирать даже, да, вот в энергетическом плане, в экономическом плане, да. Может быть, вы стали его жертвой, он там уговорил вас влезть в долги, в кредиты, а потом раз, денежку забрал и исчез. Вот, а вы долго еще приходили в себя, давали эти деньги, либо расплачивались там по каким-то его обязательствам. Но вот почему-то мне обман идет. Обман, была неправда, предательство было, боль была. Но вы до сих пор этого ворона не отпустили, вы до сих пор этого ворона, может быть, и не так любите, как раньше, но вы к нему неравнодушны. Есть такое в психологии, забыла, как называется, когда жертвы испытывают к своим учителям какую-то дикую привязанность и чуть ли не любовь. Вот забыла, как называется, но очень похоже. Я так понимаю, что этот ворон, он хочет вернуться, чтобы все повторить, либо зайти на второй, а может уже даже не на второй круг. Мужчина максимально очаровательный, мужчина, который наделен каким-то бесовским очарованием, которому невозможно противостоять. И вы вроде понимаете, что он плохой человек, что он играет, пользуется, что он обидеть может, но вы ничего с собой поделать не можете, вы как зачарованная им. Да, скорее всего, у человека есть этот бесовский шарм, и он им пользуется, и пользуется достаточно часто, конкретно, и за счет этого продолжает эту свою бестолковую, беспутную жизнь. Но вы ведь тоже поменялись. За это время, пока его не было,
вы тоже очень сильно поменялись. Либо вы работаете над собой, ежедневно работаете, прокачиваете себя, свои сильные качества. Кто-то увлекся психологией, кто-то эзотерикой, кто-то и тем, и другим. Вы пытаетесь разобраться, да, что происходит, почему вы не можете сказать ему «нет», почему вы так легко им очаровываетесь. Да? Вот многие уже тоже догадывались, что что-то не так, что он непростой человек, что он наделен каким-то, может, даже гипнозом, да, он может гипнотизировать. И вы поэтому такая послушная, когда он появляется. Как бы вы на него не злились, стоит ему появиться, знаете, как пальчиком поманить, и вы прям чувствуете, что вы теряете над собой контроль. Кстати, еще очень часто бывает, что мужчина поставил привязку, да, либо приворожил вас к себе, и поэтому вы такая вот послушная в его руках. Да, у кого-то так. Сейчас я еще карту возьму, я просто хочу проверить. Ну, потому что это странно. Я вижу вас очень сильной женщиной. Женщина, которая будет выбирать свою судьбу. Но слабому человеку такое бы не дали. Но почему этот ворон так на вас влияет? Почему вы в такой зависимости от этого ворона? Нет, это не укор вам, не подумайте нисколько. Просто я вижу, что он гипнотизирует вас. Вот вы сама не своя, когда он появляется. Сама не своя. Да, может, кто-то вас за это ругает, там мама, например, либо подруга. Но вы говорите, я не могу объяснить, он так на меня сильно влияет и воздействует, что я действительно вот как не отдаю себе отчета в том, что я делаю. Да, как он вас там на эти долги уговорил, либо как он вас уговаривает каждый раз, когда исчезает и пропадает. Что за человек этот ворон? Что он за человек такой? Что он за человек? Опасный человек. Ой, опасный человек. Плохой человек. Только выгоду свою ищет. Опасный, страшный человек. Вот он ищет выгоду, шансы свои ищет, никогда их не упускает, но он всегда голодный остается. И он чем-то явно пользуется. Какие-то слова знает, какие-то наговоры, заговоры, черные обряды может проводить. Ну, как я сказала, да, скорее всего, это приворот. Привязка, приворот, и вы под морой живете, вы ничего с собой поделать не можете. И он и не рядом, да, он и не отпускает. Он вашей энергетикой живет, питается. Ну вот вам пришло время правду узнать. Вот когда он сейчас появится, а он прям хочет появиться, опять поживиться тем, что есть у вас, и видите, у него планы дальше идти. Ну, оставить вас, как всегда, в проблемах и дальше идти. Но в этот раз вы будете готовы, вы правду про него узнаете. И эта правда, она как отворот действует. Его сила над вами, его власть над вами заканчивается. Да. Ну и плюс рядом орел будет, который вас будет любить. Помните, я вам сказала, там орел. И тут у нас орел нарисован. Ну или сокол, не знаю, я не разбираюсь. Который защитит вас, который относится к вам как такой маленькой наивной девочке, которую нужно защищать и оберегать. Тут, смотрите, сразу две карты силы. Медведь и этот орел. Они будут вас защищать. А что толкает этого человека на защиту? Это любовь. Но это тот, который с букетом, который этим орлом показан. Сейчас еще один момент хочу посмотреть. Просто вот для себя, чтобы понимать, с чем я имею дело, с кем я имею дело. Так, смотрите, вот этот ваш ворон, он делает все, чтобы у вас счастье, его влияние на вас гасит ваше счастье. Вы по судьбе должны быть счастливой женщиной и иметь прекрасную семью. Но этот ворон ваше счастье как будто бы ворует, он его забирает, он им живет. Он его как-то себе на благо обращает. И он пользуется какими-то словами. Слова, заговоры, обряды, ритуалы. Он этим пользуется. Вы в его руках, как беззащитный ребенок.
То есть, да, вот этот другой, который идет как сокол, он должен вас спасти. Вот теперь я понимаю. Знаете, как будто бы какой-то порочный круг разрывается. Почему-то у меня еще такая ассоциация идет. Вот они как-то вместе в одно время проявляются и появляются, но один вас хочет погубить, вами воспользоваться, а другой хочет вас всеми силами защитить, потому что у него к вам любовь. Любовь его окрыляет, любовь ему силы придает. Как там? Клин клином вышибает, да? Похожая история. Все-таки у вас одновременно будет два мужчины. Именно два мужчины одновременно ворвутся в вашу жизнь. Но ворвутся они один для того, чтобы погубить, другой для того, чтобы защитить. И они будут между собой выяснять отношения, да, там, скорее всего, что-то между ними будет такое. Один другого должен порвать. Но в природе у нас, что ворон – это хищник, да, они там всем подряд питаются. Но с другой стороны, орлы не боятся ворон. Наоборот, это вороны боятся орлов. И один из них точно победит. Скорее всего, тот, который орел. Даже он, видите, визуально к вам ближе всегда. Он впереди, ворон позади. Он, который с букетом впереди, а тот, который с карманом позади. Тот, кто руки вверх поднял, впереди. Тот, кто руки вниз опустил, позади. Он его опередит. То есть сначала придет тот, который как орел, а потом тот, как ворон придет. Скорее всего, почувствовать, да? Почувствовать, что вы уходите из его рук, черных и неприятных, холодных рук. И вот, скорее всего, появится, да? Потому что вы ему удобны, вы ему как ручная, да? Вы его ждете, он на вас воздействует, влияет и все. А скажите мне, пожалуйста, а что вам этот ворон дарил? Возможно, это какая-то вещь у вас есть, которая вас связала с этим вороном. Возможно, он на какую-то вещь там начитал, наговорил и вам подарил. Может, вы даже носите эту вещь? Что какое-то украшение? Какой-то подарок есть, опасный подарок. Если этот ворон, вы понимаете, кто, и понимаете, что подарил, обязательно на соль эти вещи ложите. На соль, и пусть лежат они на этой соли как можно дольше. Не носите, в руки не берите. Пусть на соли лежит. Соль почистит, соль заберет, соль ослабит негативное влияние. И если у вас есть знакомые хорошие специалисты, несите к ним свои подарки. И смотрите, это не обязательно украшение. Он мог вам что угодно дать. Не знаю, кружку вам подарить мог. А на этой кружке приворот. А вы из нее пьете и все сильнее и сильнее себя к нему привязываете. Да, что угодно мог. Шариковую ручку мог подарить. Просто, да, даже не как подарок, а просто вот вам свою ручку отдать. И вы ее с собой в сумке носите, она является тем, что связывает вас с этим вороном. Вот говорят, да, девочки, вляпалась, там мужчина такой, ничего с собой поделать не могу. Можете, вы не вляпались, вы жертва. Мужчины с нездоровой психикой, фантазией, и мужчины-паразита. Он вас просто привязал к себе. Обычно такие вот никчемные мужики, они себе самых лучших женщин выбирают и к себе их привязывают. Мне вот идет, что там что-то нечисто. Ну, вороном просто так не покажут, понимаете? Ну, просто дурного мужчину там петухом бы показали, но не вороном, понимаете? Тут что-то есть вот с магией связано. Ворон — это магическая птица, она между мирами летает, она и проводник, она и как посланница, и посредник, да, между мирами. Поэтому так и показали. Может, у мужчины есть свои собственные магические способности, которые он принимает и пользует себе на благо, другим во вред. Тоже может быть. Человек с дурными привычками, человек, живущий только для себя. Да, почему-то мне так идет. Ладно, я вас предупредила. Давайте теперь посмотрим на этого сокола. Тот, кто сокол, вы его уже знаете. Вы его уже знаете. Но, возможно, у вас нет такого полноценного общения, вот как ежедневное общение.
Этот сокол, он уже вас любит, и он уже принял решение любой ценой сделать вас счастливой. Даже ценой собственного счастья. А это прям первый показатель, что мужчина любит по-настоящему. Может, вы познакомились, общаетесь, да, может быть, вы в интернете познакомились, и он вообще живет в другой стране. А может быть, это мужчина уже давно вам знаком, но только вы, допустим, там вместе работаете, живете по соседству, либо в одной компании отдыхаете. Не проявлялся, да, например, не проявлялся. А может, он и не мог проявиться, может быть, у него другая женщина была, либо какие-то проблемы в жизни были. Давайте посмотрим. Да, другая женщина у него была, поэтому он не мог вам проявиться. Как не имел права бросить тень на ваше светлое имя. Потому что как у нас принято? Обычно мужик гуляет, а всегда обвиняют женщину. Да? Вот, ах, она там разлучница, соперница. И никто мужиков не винит. Все-таки он такой несчастный, его соблазнили, ой, ё-моё. Вот почему-то какая-то несправедливость, да, происходит. Вот. И у него, скорее всего, вот семья была. И он не хотел бросать на вас тень, он не хотел и вас унижать тем, что он вот прям семейный человек, приходит и предлагает вам себя и свою любовь, да, предлагает вам роль любовницы. Он не хотел этого делать, но он всегда как будто бы рядом был. И любит вас уже давно, прям давно любит. Возможно, кстати, эта ситуация с этим вороном спровоцирует этого орла, как в мире животных, да, в мире птиц. Ворон, орел. Ну, буду говорить, как вижу, да, может, эта ситуация спровоцирует, да, спровоцирует уже к действиям. Ну, вот время у вас такое идет, когда тайны будут раскрываться, когда все тайное будет становиться явным. И это касается как и хорошего, так и плохого. Вот и все. Время принимать свою судьбу, время менять свою жизнь, время, не знаю, становиться счастливой, освобождаться от того, что вам не нужно. Сейчас еще один момент посмотрю. Я вот спросила, вот этот орел, который женат, он что будет делать? Исполнять свою мечту, разрывать брак и рядом с вами счастливым становиться. Вот. Может, он уже в бракоразводном процессе. Ну-ка, вспоминайте, кто там у вас разводится в окружении, кого вы знаете, кто разводится. Это, скорее всего, он. А ситуация с этим вороном его действительно подтолкнет к более решительным действиям, ну, конечно же, встать на вашу защиту. Тот, кто любит вас по-настоящему, он ворвется в вашу жизнь и проявится, потому что нужно будет так сделать, да? Чтобы вас защитить, чтобы вас уберечь, чтобы с вами плохое не случилось. Вот так вот, мои хорошие, вот так вот. И вас защитит, и о чувствах своих скажет, и наконец-таки начнет действовать. Может, вам мужчина это тоже нравится. Но вы тоже смотрите и думаете, ну, он не проявляет интерес, он ведь женат. И ну, ни о чем таком не думаете и не мечтаете. А тут на тебе как бы поднесется душа в рай, спровоцируется этот мужчина и начнет действовать. У кого-то может отыграться, что вы имели с ним роман, но вы разорвали этот роман. Почему? Потому что не хотите быть любовницей. Потому что, да, действительно хотите быть женой. Каждая женщина имеет право. И мужчина не разлюбил, он пытался, может быть, может, действительно там какие-то были моменты, но сложности, понятное дело. А теперь я вижу, что все встанет на свои места, и тайны все раскроются, и все встанет на свои места. 2 мужчины, 2. А вы уже тут вот делаете свой выбор. А выбор, наверное, таки касается этого орла. Либо вы выбираете быть с ним, ну, либо вы дальше сама идете по жизни и ищете другого человека. Но вот этот, кто орел, он всегда будет пытаться вас и защитить, и как-то рядом быть. То есть, если вы ему категорически говорите, что нет, я тебя не хочу, я с тобой не буду, он не будет вас преследовать, он не будет против вашей воли идти. Хотя незримой тенью за вами по жизни будет следовать. Но с женой он точно разведется, потому что там нет любви, там нет счастья, там холод, пустота.
и одиночество. Он точно разведется, да. Какой-то героический мужчина. Мужчина, который... Ну да, скорее всего, он страдает из-за своего характера, он слишком порядочный, ну и понимает, что раз я уже женился, да, то я в ответе, ну либо его так настроили, его так, как ему так внушили, и он такой, ну да, я же честный, я не могу так поступить, буду любить другую женщину молча, да, буду по ней страдать, но вот ситуация так развернется, что он вас от этого ворона защитит и про любовь свою расскажет. И если вы даете зеленый свет, то он быстренько разведется и будет у вас все хорошо. Ну а если вы не даете ему зеленый свет, то мужчина все равно разведется и будет вашей тенью. Да? Именно так и показали. Кстати, у кого-то вот из девушек, кто смотрит эту отсыпочку, самый главный мужчина в жизни – это ваш ребенок. Вот прям сын, скорее всего. У кого-то, может, и дочь, но как главный человек в вашей жизни – это ваш ребенок, мне идет. Вообще мне здесь показана полноценная семья, где вот женщина, ребенок и мужчина. Может, кстати, и не один ребенок. Но это с левой стороны. Это у вас в будущем показано, хотя вы, возможно, в это уже и не верите. Не надеетесь, либо такой опыт имеете, да, что кажется, что это нереально. Но вот в будущем показано, что все есть. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя, берегитесь ворон. Не подпускайте, да, воронов особенно берегитесь. И все, пусть будет у вас хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.